Мир вам, дорогие мои братья, дорогие мои сестры, дорогие мои друзья. Мы находимся в живом Слове Божьем. В живом Слове Божьем мы исследуем Библию. Как происходит наше исследование? Мы находим те места Писания, которые религия толкует превратно, неправильно. Находим эти места, сомневаемся, что там религия правильно говорит. И просим Духа Святого, чтобы Он разъяснил, объяснил правильное истолкование этих слов. И разбирая, исследуя Библию, исследуя Писание, мы таким образом учимся. И если сейчас, дорогие мои братья и сестры, у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, озвучьте этот вопрос. Слава Господу Иисусу Христу! Вот поступил такой вопрос разъяснить Деяния, 4 глава, начиная с 33, наверное, стиха. Апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И дальше. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Вопрос такой: что значит это место на духовном уровне? Ага, хорошо, значит, давайте исследуем это. Наш ресурс называется «Святой Дух против религиозного толкования Библии». Что я скажу, в чем здесь религиозное толкование. Религия говорит, вот видите, Господь говорит, чтобы вы все, что у вас есть, продавали, принесли нам, ибо такова воля Божья. И тема здесь напишем, что тема это, открывайте книги ваши, Деяния апостолов, глава 4, Деяния апостолов, глава 4, открывайте. И будем исследовать это место. Сейчас возьмем это, поместим к себе, Деяния апостолов, это 4 глава. Я эту часть, где мы помещаем, называю рабочая тетрадь. Значит, вордовский документ отдельный. Здесь я помещу на рабочую часть, сделаю рабочую тетрадь и начинаем исследовать. Мы будем исследовать это место. Вопрос был, какие стихи ты сказала, сестра, 30? Деяния апостолов 4, 33, 35. Из 33. Апостолы же великой силой свидетельствовали воскресение. Нет, это и великая благодать была на всех. 34. Не было между ними никакого нуждающегося. Полагали под ноги апостолов. Да? 34, 35. Ага. Значит, это положим. То, что религия говорит, мы понимаем. Она говорит, все ваши дома продавайте, принесите. Здесь такова воля Божья. Мы должны здесь понять, люди же тоже интересуются, правильно ли говорит религия, или опять здесь, как и всегда, это. Или не понимает, или просто понимая, неправильно говорит. Значит, здесь мы напишем, что еще 34-35. Сейчас вопрос был так. Сестра, пожалуйста, вопрос озвучь. Вопрос был, что значит этот стих на духовном уровне? Дух Святой нам говорит, чтобы мы читали эту главу и поняли смысл этой главы. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. А в чем дело, что
в Иисусе воскресение из мертвых, что Иисус воскрес из мертвых. А они говорят, что а где, если Он воскрес, где Он? Да? Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каяфа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященского. И поставив их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа благодеяние человеку немощному, то он исцелен, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Нецерета, которое вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. То есть именем Иисуса. Он есть камень, небреженный вами зиждующими и сделавшими главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивились. Между тем, видишь же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря. Значит, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные, простые, они, то есть, нигде не учились. И удивились, между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ним, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить от имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» То есть вы сами говорите, а не Бог говорит. Нужно, чтобы Бог сказал. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их и, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за пришедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собирались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему бы предопределил рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и соделанное знамение чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнилось все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот именно вот это слово мы берем
вот на основании. То есть давайте немножко здесь остановимся. Значит, здесь он говорит одно, что все были они вот в одном духе. Они были все в одном духе. Но все у них было общее. То есть здесь он не говорит материальное, здесь он говорит духовное. Здесь мы напишем, что все были в одном духе. То есть человек, что хотел передать, это часть притчи, это часть иносказания. А само раскрытие иносказания показывает, что они были в одном духе. Множество же у верующих было одно сердце, одна душа. Одно сердце, одна душа. Значит, это самое главное, чтобы мы поняли, что здесь говорит одно сердце, одна душа. Это я понимаю, что вот вам понятно, о чем идет речь, да? Одно сердце, одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим. Давайте понять, что это значит. То есть мое, твое, свое вот не делали. Да? То есть все общее. То есть что это означает? Это означает, что они находятся внутри духа и нету в духе мое, твое, свое. То есть что это означает? Означает, что они вот не считают себя выше, один ниже. Вот это я сказал, это мое мысли, это вот это. Все было общее. Слава Господу Иисусу. Значит, Дух Святой, вот используя эту притчу, то есть этот рассказ, мы вчера изучали, что вот басни Крылова взяли и изучали, что там, когда была басня Крылова, там было какое-то стихи, какие-то вот, но они все показывали какое-то явление. И здесь тоже, здесь какие-то стихи, какая-то история, но это не история, это есть иносказание, ибо книга Библия написана на иносказательном языке, на языке притч, символов, кодов, иносказаний, намеков, метафор, аллегорий. И если так, то мы дело имеем с аллегорией. То есть здесь, да, исторически, может быть, какой-то человек куда-то пошел, какой-то человек куда-то ушел. Но это для нас информация. Это для нас информация. Мы открываем эту информацию и понимаем, что нужно быть так, чтобы ни один человек не сказал, что вот это мое откровение, это я там открыл, это Господь мне дал. Ничего своего они не считали. Все это Божье. И это поучительски для нас сегодня, чтобы мы тоже свое, твое, мое не делали. Тоже поняли, что все у нас общее. То есть, если Дух Святой что-то нам дает, это дает всем. Да, может быть, дает через меня, через тебя, через сестры, через брата, может дает, но дает церкви. Он не дает, чтобы этот человек возомнил себя вот это начальником. Нет, он дает, чтобы мы все были равны. Слава Господу Иисусу. Вот это именно равенство и братство именно здесь отражается. Равенство и братство отражается именно здесь. Друзья мои, еще раз. Значит, тот человек, который этот вопрос задает, и вот те, которые вот сейчас вы слушаете, должны понять одно. Есть рассказ, есть сказка, басня, какой-то рассказ, который рассказывает что-то. Не важно, что он рассказывает, не важно, это было, не было, не важно, вот, что они там делали. Важно, что передает Бог. Еще раз. Важно, что передает Бог. Бог передает, что вы должны быть вместе, и вы не должны сказать «мое, твое, свое». То есть, если Бог что-то передает, что-то дает нам, мы не должны сказать «вот Бог мне дал, вам не дал». Этого нету. Бог дал всем. Это община, это тело Христово. Как может, скажем, тело Христово, скажем, сердце или почки, или печень, или вот это, соревноваться у кого что есть? Это общий один организм, это наше тело. Слава Господу Иисусу. Вот о чем идет речь. Значит, здесь ключ, здесь разъяснение. Еще раз говорю, может история какая-нибудь история. Может быть, это лис пришел, видел ворону. Может, это квартет. Люди инструменты взяли, хотели. Это истории.
Это и вот для того и делается, чтобы это было для нас информация. Мы берем эту информацию, декодируем и понимаем, что передает Бог нам. Он дает нам сегодня, чтобы мы были одно сердце и одна душа. У множества же уверовавших. Значит, Господь хочет, чтобы мы были одно сердце и одна душа. Он хочет, чтобы никто из нас из имени своего не называл своим. Ну, чтобы у нас все было общее. Что мы искуплены драгоценной кровью Христа, и все, что в нас, и мы, все принадлежит Богу, и ничего нашего нету. Аминь. Аминь. А эта историческая часть, это важно сегодня, сейчас важно, это было, не было, это вот где было, в каком городе, какая вам разница? Информацию мы берем для того, чтобы читать письмо Бога, чтобы Духа Святого читать. Мы не историческую книгу читаем, мы читаем Бога. И там Бог говорит, что вот так должен быть в церкви. Все должно быть общее. И вы должны быть в одном духе, одно сердце и одна душа. Никто не должен сказать мое, свое, твое, не делить, ничего не делать. Все общее. Слава Господу. Он так хочет. Значит, как только кто-то возвысится, сразу рождается религия. Да. Как только говорят мое, твое, свое, вот это мое, это твое, вот тогда и начинается религия. Вот прямо вот тогда и начинается религия. Значит, не должно быть такие вещи. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскрешении Господа Иисуса Христа. Давайте понять здесь, что за метафора. То есть мы понимаем, это иносказательная книга, написана на иносказательном языке. То есть если ты апостолос, что значит апостолос? Послан. Если ты посланный, исповедовать Иисуса Христа и лето Господне. Значит, если ты посланный исповедовать Иисуса Христа и лето Господне, то это сделай, посмотрите, что он говорит. С великой силой свидетельствовали. Значит, это делай с Духом Святым. То есть от себя не говори, с Духом Святым. Сейчас давайте дальше. И великая благодать была на всех. И говорит, и таким образом благодать Божья, таким образом, благодать Божья накроет всех. То есть мы не должны от себя говорить, мы должны Духа Святого пускать, чтобы Он говорил. И когда ты будешь через Духа Святого это делать, то вот благодать Божья накроет. То есть это мы должны делать с помощью Духа Святого. Давайте 34-е, да? Мы здесь, посмотрите, вот когда начали, было 34 и 35. Значит, мы уже подготовили к тому, чтобы прийти 34 и 35. Сейчас давайте саму это 34 и 5. Вот это место здесь положим, потому что это не отдельно изучается, это одно предложение. Не было между ним никакого нуждающегося. Что это означает? Если ты с Духом Святым, если ты не себя толкуешь, не себя исповедуешь, а Духа Святого, тогда не будет между членами церкви, то есть между людьми, не будет никакого нуждающего. А почему не будет? Потому что Дух Святой печется о том, чтобы все имели это. То есть, когда он разъясняет, он досконально разъясняет. Но когда человек делает это, человек от себя говорит. То есть добавляется свою 5 копеек. И поэтому получается, что один получает, а другой не получает. Потому что если я буду слушать слова, которые толкует мне какой-то другой человек, ну, конечно же, что-то у меня не получится. То есть в сердце мое ничего не вложится. Или вложится, но не столько вложится, сколько нужно. И посему достаток тогда, когда Дух Святой это делает. Значит, здесь значение Духа Святого поднимается. Значит, когда кормит вас Святой Дух, то между вами не будет нуждающихся. Между вами не будет нуждающегося. Вот что он хочет сказать. То есть он всех даст как нужно. То есть одному как отдельно разъяснит, своеобразно, как этот человек понимает,
другим образом разъяснит, но не оставит а всех прокормит. И все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. Сейчас, что это за метафора? Давайте эту метафору тоже. И с вашей стороны должна быть. Значит, с вашей стороны. Те, которые владели землями и домами. То есть, если вы до встречи с Духом Святым имели багаж знаний, нужно, чтобы знания полагали под ноги Духа. Вот что он говорит. Значит, здесь не говорит, что продайте ваши домы и идите, давайте вот это. Говорит, если вы имеете какой-нибудь багаж, который из мира вы взяли, или были религиозные организации, религия вам толковала, и вы так и знаете, то это все ваш багаж. Вы должны аннулировать, поставить под ноги Святого Духа. То есть начинать с белого листа. Если нет, то ничего не будет. Ничего не произойдет. Вы хотите же изменения? Да, мы хотим изменения. Но если вы не будете аннулировать то, что вы знаете, и поставить под ноги Святого Духа, то ничего не выйдет. Ничего нового не узнаете. Значит, не должно быть, что у вас есть какие-то амбиции. Вот я этого знаю, вот так, мол, так, нет, вот так должен быть. Никто ничего не знает. Перед Богом все мы не знающие. Мы все обнуляем наши знания, приходим с чистого листа, говорим, папочка, давай, что ты знаешь, передай, потому что мы знаем, это мирское. Это не годится, это тленное, это прах земли. Мы этот прах вставим под ноги твои. Давай, рассказывай то, что нам нужно делать. Давай, учи нас, Боже, потому что ты учитель наш. Слава Господу Иисусу, аминь. Вот мы читали то, что здесь вопрос был о следующем, что если вы хотите, чтобы каждому давалось что-нибудь, что у вас есть нужда, то вы должны свои амбиции оставить, поставить свои амбиции под ноги Духа Святого и как незнающий человек подходить к престолу благодати, предстоять перед Святым Духом. И Святой Дух, Он раздаст каждому по нужде. Значит, все мы наши знания. Вот один человек очень много было в религии, много чего знает. Вот он служителем был, служил, вот это чего много знает. Я то знаю, я то вот это. Все мы оставляем под ноги Христа. Ничего не знаем, Боже. Давай, разъясняй, объясняй с нуля. Потому что мы знаем, было религиозное и тленное. И мы хотим святое, чистое. Слава Господу Иисусу, аминь. Слава тебе, Боже. Итак, возвращаемся к вопросу. Здесь говорится, не было между ними никакого нуждающегося. Все, которые владели землями и домами, продавая их, принесли цену проданного. Полагали под ногами апостолов. То есть имеется 7 духов Божьих. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. И Бог даст всем по нужде своей. И сейчас ты ответь, что значит этот стих духовным уровнем. И ответ такой. Когда Дух Святой пришел к тебе, нужно положить под ноги Его весь твой багаж знаний, отречься от этого багажа и не заглядывать больше ни в какие магазины, в кавычках, чужих, других учителей, проповедей, а начинать с Духом Святым все сначала. Так называемое чистого листа. Да? Все нужно начинать с чистого листа. Вот что это означало. Значит, еще раз, религия что толкует? Религия говорит, вот видите, вот какая история мы нашли. Что ваши дома продавайте, принесите Господу. А на самом деле мы увидели, что Дух Святой здесь говорит,
что когда вы община, и Дух Святой хочет вам увещевать, кто вот имеет мало знания, кто больше знания, все это аннулируем, начинаем с белого листа, начинаем с нуля. И спрашиваем Духа Святого, давай нам дай ту информацию, которая нам нужна. То есть ту информацию, которую мы имели, мы это откидываем от нас. Это религиозное, это тленное, это ненужное. И начинаем чистое. Чистое словесное молоко, да, как говорится. Значит, начинаем с чистого и принимаем чистую пищу. Слава Господу Иисусу, аминь. Вот о чем была речь.